Автора, дорогие земляки, татинцы, олбинцы, тыкельцы, мне очень приятно, что вы 105-летний день рождения моей мамы, народной артистки РСФСР и я СССР, Анны Ивановны Егоровой, решили вот так отметить в виде смотра конкурса талантов Татинского района. В общем, конечно, о жизни моей мамы можно было рассказать очень много, очень долго. Она прожила очень большую, интересную жизнь. Конечно, и вот те фотографии, которые я послала и которые вы увидите, они, очень коротко рассказывают об основных вехах жизни мамы. Сначала она была простой связистка, потом она стала солисткой хора, потом солисткой театра. И вот эти все вехи ее творчества, ее жизни, они, конечно, мы постарались отразить в тех небольших старинных фотографиях, на которых мама очень хорошо видно. И нам просто хотелось, чтобы вы ее увидели такой, какой она была, в зените славы. Это были 30-е, 40-е, 50-е годы. Конечно, и очень большую роль сыграла участие Тараса Павловича Местникова и Марка Николаевича Жиркова в становлении ее как певицы. И, конечно, в основном это были, трудные 40-е, 50-е годы, когда солисты, артисты балета, певцы ездили по всей республике на грузовых машинах, пели на улице, в холодных клубах. Талант есть талант. Уж если ты умеешь петь, то в любой ситуации всегда это можно исполнить. Вообще, пение мамы, оно как-то, мне кажется, очень отличалось от пения других певцов. Оно какое-то было больше народное, по-моему. И люди очень любили ее пение. Эти 50-57 год, конечно, он очень, как-то, знаете, прославил республику, прославил и маму. Она стала народной артисткой РСФСР. Но, к сожалению, она уже к 60-му году она решила пение оставить. Она могла еще петь, может быть, и 5, и 10 лет, но она решила, что пусть жители родной республики помнят ее пение в самом лучшем исполнении. В 60-м году решилась, по-моему, на такой шаг, который даже никто и подумать не мог. Она решила стать оперным режиссером и на 3 года уехала учиться в Ленинградскую консерваторию. Поэтому это мы были, по-моему, для нее лучшие годы ее жизни, когда она была в такой среде, среди таких певцов, как Образцова, Атлантов, в лучшем театре мира. И потом, конечно, она поставила в старом здании Якутского театра, бывшей церкви, театра оперы и балета еще не было, она поставила такие, оперы известнейшие, как Чайковского Евгений Онегин, Травиатта, Верди, Русалка, Олега и так далее. Поэтому, конечно,
она оставила как первый оперный режиссер очень большой след в становлении вот этого вида искусства оперного на нашей якутской сцене. Но годы идут, человек, к сожалению, потихонечку уже стареет, и, конечно, она оставила свою работу и посвятила уже последние свои годы воспитанию наших детей, своих внуков. Конечно, очень много посвятила даче, папе, потому что папа болел последние годы. Ну и вот одна из последних ее фотографий, это на даче она со своей такой давней подругой Александрой Петровной. И, в общем-то, вот так вот прошла вся ее жизнь. Олбам Джоннаругар, онна татта, музей Хадай, музей Джоннаругар, онна улахан мақтал бұнны табын.